Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, альхамдулиллах. Ассалату вассаляму аля расулиллах. После слов восхваления Аллаха и мольбы за нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хочу обратиться к вам с очень частым вопросом: как у вас дела? Почему часто? Потому что мы очень часто сами задаем этот вопрос друг другу, да? Кайфа халюкум, как у вас дела? Нишик халярегес. И нам много задают, но я хочу задать вам этот вопрос немножко с дополнением. Как у вас дела с Аллахом? Потому что как у вас дела на работе, в семье, где-то в торговле, в бизнесе, в жизни, в здоровье – это одно. Но как у вас дела с Аллахом – это куда важнее, потому что мы должны не только других спрашивать, но и себя прежде всего, как у нас дела с Аллахом, как у нас обстоят дела с Аллахом, как у нас дела, что касается нашей веры, что касается наших поклонений, намаза, как у нас дела в намазе, как у нас дела в богобоязненности, как у нас дела в пропитании, в еде, в питье, все ли халяльное у нас или есть запретное. Поэтому вот этот вопрос надо как-то внести в нашу жизнь, в наши отношения. Брат, как у тебя дела с Аллахом? Или же спрашивать часто у себя. Сегодня у нас урок мольбы, и тема урока ад-дуа. Мольба является правом единого Аллаха, ля шарика ля, нет у него сотоварища. На одном из прошлых уроков мы с вами затронули хадис, который передает нам Ну'ман ибн Башир, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ад-дуа хуа аль-ибада. Мольба – это поклонение. Мольба, дуа, то, что мы обращаемся к Аллаху, взываем к Нему, просим у Него что-то, это является что? Это является поклонением. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал слова Всевышнего. «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лакум». И вот сказал ваш Господь: взывайте ко мне, и я вам отвечу. «Инна аллазина ястакбируна ан ибадати». Воистину те, которые возгордились поклоняться мне, возгордились над поклонением мне, саядхулуна джаханнама дахирин, они скоро войдут в ад, будучи униженными. То есть тот, кто оставляет поклонение Аллаху и в данном случае оставляет дуа, этот вид поклонения, он не взывает к Аллаху, он не просит у Него. Из-за чего? Из-за своей высокомерности. Аллах сказал: скоро они войдут в ад, будучи униженными. Это сура Гафир, 60-й аят. И этот хадис, в общем, нам передает имам Тирмизи. Несомненно, обращение людей, обращение рабов с мольбами к Аллаху, к своему Господу, является одним из величайших видов поклонения. И мы знаем, что любой вид поклонения – это право единого Создателя. Никто, кроме Аллаха, не может быть достоин поклонения, ибо поклонение хаккуллахи вахда является только правом единого Аллаха субханаху ва тааля. Ибо Аллах
один является Создателем. Он создал все миры. Он создатель небес и земли. Он создатель солнца, луны, звезд. И Всевышний Аллах говорит: «Халакас самавати валь арда биль хакки». Аллах сотворил небеса и землю биль хакки, воистине. «Юкауиру лейла аля нахар, ва юкауиру нахара аля лейл». Аллах покрывает ночью день и покрывает днем ночь. «Васаххара шамса валь камар». Аллах подчинил, то есть сахара означает, Аллах передал нам на служение. Аш-шамса валь камар, солнце и луну. По воле Аллаха солнце каждый день восходит над горизонтом и согревает нашу землю. И солнце, мы знаем, дает, хотя у солнца колоссальный источник энергии, да, солнце дает нам столько тепла и света, сколько нуждается организм людей. Он больше не дает. «Васаххара аш-шамса валь камар». Аллах подчинил, передал на служение людям солнце и луну. «Куллун яджри ли аджали мусамма». И все они движутся к назначенному Всевышним сроку. У каждого есть свой маршрут, скорость передвижения, куда от точки А до точки Б. Все Аллах Тааля назначил, и никаких сбоев нет. «Аля хуаль азизул гаффар». Воистину Аллах азиз, могущественный. Аль-гаффар, гаффар, то есть не только гафур, есть прощающий. Аль-гаффар означает много прощающий, потому что мы много грешим, и Аллах нам много-много прощает. Аллах управляет всем мирозданием. Он не спосылает нам пропитание. «Вафис сама и рискукум». Аллах Тааля в Коране говорит: «И на небесах ваше пропитание». Аллах Тааля дает нам пропитание. По Его велению, мы уже говорили, солнце восходит над горизонтом. Он меняет день и ночь. И по Его приказу, по Его велению, ангел спускается в утробу матерей и вдыхает душу в этот кусок мяса. И этот кусок мяса Аллах превращает в человека, в ребенка. И Он решает, кому, сколько, когда жить на этой земле. И когда наступает назначенное Аллахом время, другой ангел спускается к этому человеку и обратно забирает его душу. Кому? К нему. И никто не может ни договориться с этим ангелом, ни отправить его обратно, и не может воспротивиться этому закону, этому правилу Всевышнего Аллаха. И в истории человечества еще нет ни одного случая, чтобы кто-то договорился с ангелом и остался бы на этой земле жить вечно. И Всевышний Аллах в суре Аль-Вакига неминуемое сказал: «Нахну», событие, «Нахну каддарна бейнакумуль маут». Аллах говорит: мы распределили, установили между вами смерть. Аллах пожелал, что все мы смертны, что все мы когда-нибудь должны покинуть эту землю. И Аллах говорит: «Вама нахну бимасбукин». И никто не может обогнать нас в этом. То есть никто не может помешать нам. Никто. Ни один царь, ни один король. Это в сказках там Кощей Бессмертный, да? Даже в сказках они погибают. Поэтому никто не может помешать Аллаху, и никто не может изменить этот закон. Сколько бы там в продвинутых странах, сколько бы денег не выделяли на эликсир вечной молодости, да, на эликсир бессмертия, Аллах Тааля сказал: «Вама нахну бимасбухин». Бесполезно.
Никто не может помешать нам. Аллах установил закон смертности, поэтому никто не может убежать от этого. Аллах управляет всеми мирами. И когда мы говорим «Роббуль алямин», некоторые, может быть, думают, миры – это вот Земля, планеты, Солнце, небеса, галактики. Конечно, все в руках Аллаха. Но под словом «миры» мы еще должны понимать творение Аллаха. То есть творение, которое мы знаем, которое мы не знаем, которое мы видим, которое не видим. Поэтому миры – это мир людей, мир растений, мир животных, мир бактерий, микробов, мир звезд, мир галактик, мир ангелов, мир джиннов и так далее, и так далее. Поэтому Аллах управляет всеми мирами. И нет ни одной планеты, ни одной галактики, которая не была бы под управлением Всевышнего Аллаха. И по Его велению текут на этой земле реки, моря, океаны, растут, живут, леса, поля. Аллах меняет времена года, и каждая клетка, каждый организм, он живет только по Его правилам, под Его заботой. И нет у Аллаха в этих делах, сотворении, управлении, сотоварищей. И все мы Его творение, только Его творение и только в Его руках. Аллах, сурат Анбия, пророки, в 22 аяте сказал: «Лау кана фихима алихатун илляллах лафасадата». Если бы на небесах и на земле были бы иные божества, помимо Аллаха, если бы было 2 Господа, 3, 4, если бы на небесах и на земле были иные божества наряду с Аллахом, Аллах говорит: «Ля фасадата», они непременно разрушились бы. То есть земля, небеса, вот это все мироздание, оно не могло бы существовать, если бы было несколько хозяев, если было бы несколько создателей. Поэтому хозяин один. Даже дома должен быть один хозяин. В городе должен быть один хозяин. В стране должен быть один хозяин. Это сунна Всевышнего Аллаха. Это закон, который Он установил. Поэтому и в этом мире, в мирах, может быть только один хозяин, только один создатель. Если бы не было несколько божеств, то Аллах говорит, они непременно разрушились бы. Субханаллахи Раббил арши амма ясифун. И Аллах Раббул арши, Он Господь трона, и Он пречист и далек от того, что они, люди, приписывают Ему. Поэтому хозяин один. И почему мы видим такое совершенство в сотворении, как все как живет, как все создания служат друг другу, как мир насекомых служит миру растений, мир растений служит миру животных, как все животные, растения, все, что на небесах и на земле, они были созданы ради людей, и все это служит интересам людей. Вот это все доказательство того, что Аллах один. И насекомыми управляет Он, и животными управляет Он, и морями, океанами, и небесами, и землями управляет только Он. Поэтому даже у тех, у кого акида, то есть убеждение, говорит о том, что много богов, как, например, там кто-то в институте, кто-то со школы помнит еще, да, там древнегреческую философию, древнегреческие, как они называют, божества, там бог солнца, бог неба, бог воды, да, даже у них они воюют друг с другом, так ведь? Даже у них. Поэтому Аллах говорит, если бы несколько было божеств наряду с Аллахом, то все бы это разрушилось. Но это гармония, это связь, это служба друг другу, машаллах, доказывает, что Аллах один. И ни на небесах, ни на земле, ни одно творение Аллаха не может поменяться, не может поменять свое состояние, место, направление без силы и мощи
Всевышнего Аллаха. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас во многих местах обращаться к Аллаху с такими словами, то есть поминать, восхвалять Аллаха с такими словами после намаза. Кстати, это тоже такой зикр. Ля хауля, ва ля куввата илля билля. То есть наша жизнь, она должна идти вот с этими словами. Ля хауля. Мы не должны забывать, что ля хауля, нет силы. Ну, во многих книгах и в крепости мусульманина, по-моему, как я помню, эти слова переводятся так: нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, ля хауля ва ля куввата илля билля. И вот если больше погрузиться в смысл этих слов, то дословно оно переводится так: ля хауля. Нет хауля, давайте пока не будем переводить это слово. Нет хауля ва ля куввата, и нет куввата. Кувват — это сила, это мощь. А что такое хауль? И вот ученые, которые объясняют нам смысл этого зикра, говорят, хауль — это когда, то есть одно создание, оно большое, среднее или маленькое, да, без разницы, любое создание, оно может само поменяться с одного состояния на другое, оно может поменять свое место, свое направление только по воле Аллаха. Ни один микроб, ни одна бактерия не может поменять свое состояние, место, кроме как соизволения Аллаха. Поэтому все мы живем только по воле Аллаха. Наши глаза не могут видеть, если на то не будет воли Аллаха. Наше сердце, оно не будет биться и не будет за всю нашу жизнь гнать триллионы тонн за всю нашу жизнь крови, если не будет на то воля Аллаха. Наши легкие не будут работать, наш желудок не будет переваривать еду, если на то не будет воли Аллаха. Поэтому все мы перемещаемся, живем, видим только по воле Аллаха. И вот это означает ля хауля ва ля куввата илля. И почему, когда мы говорим хайя аля саля, то есть муазин, тот, кто говорит азан, когда говорит хайя аля саля, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас, учил нас говорить ля хауля ва ля куввата илля билля. То есть муазин говорит хайя аля саля, спешите к намазу, спешите совершать это поклонение, время пришло. Мы этими словами признаем, что только по воле Аллаха человек может прийти на намаз, только по воле и по милости Аллаха человек может наилучшим образом совершить этот намаз, и все возвращается к нему. И когда мы говорим, муазин говорит хайя аляль фалях, фалях — это спасение. То есть это результат намаза. Сначала муазин призывает нас к совершению этого поклонения. Хайя аля саля, спешите к намазу, совершайте намаз. И наши намазы мы можем совершить только по воле Аллаха. А когда уже муазин говорит хайя аляль фалях, спешите к спасению, ученые говорят, что это уже результат намаза. Все, ты бисмилля, альхамдулилля, по воле Аллаха ты смог совершить свою обязанность, великую обязанность перед Аллахом, ты совершил намаз, и Аллах спасет тебя в судный день, спасение, и мы говорим ля хауля ва ля куввата илля билля. Спастись мы можем только по воле Аллаха, по милости Аллаха. Поэтому вы, когда после намаза будете говорить такие слова во время азана, будете говорить ля хауля ва ля куввата илля билля, а если откроете книгу поминания Аллаха, во многих моментах нашей жизни посланник Аллаха призывал нас говорить эти слова. Машаллах, значение этих слов очень, очень велики. И все большие и маленькие творения, все они в руках Аллаха, и все возвращаются к Нему. И мы знаем, что даже лист, вот этот маленький листочек с дерева, который кажется, что это дерево посадили мы, который растет в нашем саду, потому что мы межевание сделали, да, оформили. Там написано, что собственник этой земли, значит, всего того, что там существует, это мы, да,
мы должны понимать, что даже лист с дерева в нашем саду не упадет на землю без дозволения Всевышнего Аллаха. Поэтому Аллах говорит в суратуль Ан'ам, 59 аяте: «Вама таскуту мин варакатин илля я'алямуха». И даже лист не падает, даже лист не падает с дерева, кроме как только с его соизволения, кроме как только с его ведома. «Валя хаббатин фи зулуматил арды, валя ротбин, валя ябисин, илля фи китабим мубин». И нет ни зернышка во мраках земли, даже нет ни одного зернышка где-то там. Оно спряталось во мраках земли, и нет ничего либо свежего, либо или сухого, чего бы не было в ясном Писании Всевышнего Аллаха. Поэтому Аллах знает все, и ничто и никто не может скрыться от Него. И вот если только Аллах является Создателем, если только Аллах управляет всем, и все зависит от Него, возвращается к Нему, и только Он дает нам пропитание, Он заботится о нас, то как Его создание, как они смеют Его создание искать для себя другие божества? Как они могут поклоняться кому-то помимо Него или наряду с Ним? Все, что на небесах и все, что на земле, мы должны знать, они признают Аллаха единственным Творцом, признают Аллаха единственным божеством достойного поклонения, поклоняются только Ему и восхваляют только Его. Все творения. Поэтому Аллах Тааля сказал: «Тусаббиху лаху самавату саб'у валь арду ва ман фихинна». Суратуль Исра, 44 аят. «Восхваляют Его 7 небес, земля и те, кто на них, ва им мин шайин илля юсаббиху бихамди». И нет ничего ни на земле, ни на небесах, которое не прославляло бы Его хвалой. «Валякин ла яфкахуна тасбихахум», но вы «Валякин ла тафкахуна», но вы не понимаете их слова восхваления. Поэтому все поклоняются Аллаху. Все признают Аллаха единственным. Но почему-то люди, которых Аллах Тааля создал в наилучшем образе, «Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим». Аллах сказал: воистину мы создали человека в наилучшем образе. Аллах дал ему ма'рифа, познание, знание, и через это знание Аллах сделал человека даже выше ангелов и сказал падать ниц ангелам в знак уважения перед нашим отцом Адам, алейхиссалям. Вот почему-то вот эти люди, погружаясь в блага Всевышнего Аллаха, люди ходят по Его земле, питаются Его пропитанием, пьют Его воду, вдыхают Его воздух. Это все Аллаха. Ищут себе для поклонения, рабства, другие божества. Для поклонения, быть рабом перед другими божествами, поклоняются им и начинают обращаться не к истинному Создателю, а другим существам с мольбами. Ведь, субханаллах, у нас есть истинный, единственный Создатель, который слышит все. Ибн аль-Кайим рахимахуллах говорит: слух Всевышнего Аллаха абсолютен, и он совершенен. И когда Аллах слышит одного раба, это никак не мешает ему слышать другого. Вот если 3-4 брата, которые сидят здесь, если они втроем, вчетвером начнут говорить или просить у меня что-то, спрашивать, я не пойму их слова. Я скажу: можно, братья, по одному? Потому что даже если я слышу, мой слух, он слабый, он ограниченный. А если сегодня 7 миллиардов людей,
каждый на своем языке, каждый своими словами будет обращаться в одну секунду, в один миг. Все, если обратятся к Аллаху, Аллах будет слышать всех своих рабов. Всех своих рабов. Поэтому у нас есть Создатель, который все слышит. У нас есть Создатель, который все видит. У нас есть покровитель, а мы люди. Поддаваясь наущениям Иблиса, мы начинаем искать для себя ложные божества и поклоняться им. И вот то, что люди отказываются поклоняться единому Создателю, Творцу, и ищут для себя, для поклонения другие божества, это является самым страшным грехом, грех ширка, многобожия. И это является самой страшной несправедливостью. Это несправедливо. Это несправедливо, когда Аллах тебя создал, Он тебя кормит, твои глаза видят только потому, что Он это захотел. Солнце восходит над горизонтом только потому, что Аллах ему приказал согревать, освещать нашу землю, да? И мы начинаем поклоняться другим божествам. Это самый страшный несправедливость. Поэтому Лукман Хаким, когда воспитывал своего сына, когда он давал ему насихат, и эти слова мы находим в сурат Лукман, 13 аяте, он сказал: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ. И когда Лукман сказал, обратился к своему сыну, وَهُوَ يَعِذُهُ, и он увещевал его, то есть вагаз, воспитывал его, увещевал: «Я бунайя, о сыночек мой», с любовью, с нежностью, чтобы он воспринял слова отца. «Я бунайя, о сыночек мой, ла тушрик билля, ла тушрик билля», не предавай Аллаху никого в сотоварищи, не поклоняйся никому, кроме Аллаха. «Инна ширка ля зульмун азим», воистину ширк, многобожие, когда вот эти беззащитные рабы начинают поклоняться кому-то помимо Аллаха, наряду с Аллахом, он сказал: «Ля зульмун азим», это является великой несправедливостью. Это несправедливо. Это несправедливо, когда рабы зависят от него, когда рабы живут только благодаря ему и оставляют своего Господа и поклоняются другим. Поэтому люди должны поклоняться одному Аллаху. И они должны взывать с мольбами, умолять, обращаться только к Всевышнему Аллаху. Но мы видим очень много людей, они ищут другие божества. И вместо того, чтобы взывать слышащему, видящему, который обещал нам: и вот сказал ваш Господь: взывайте ко мне, и я вам отвечу. И они начинают взывать другим творением Всевышнего Аллаха, которые не слышат, которые не видят. Сколько людей, миллионы людей сегодня поклоняются и взывают с мольбами камням. И они даже сами это знают, что камни они не видят, не слышат. Деревьям обожествляют деревья, горы. Очень много, издревле, очень многие народы поклонялись солнцу. Потому что, да, солнце, оно всегда было нужно нам. Всегда было, и люди видели в солнце силу, величие. Но почему Аллах создал солнце таким нужным для нас, великим? Потому что Аллах дал нам понять, субханаллах, это ничтожное творение Аллаха, солнце, и даже творение Аллаха может быть таким великим. Но оно творение, которое каждый день в хадисе от Абу Хурайра, радийаллаху анху, когда посланник, саллаллаху алейхи салям, и сахабы увидели, как садится солнце перед намазом магриб, ушло солнце за горизонт, и посланник Аллаха спросил: а знаете, куда солнце ушло? Тогда сахабы сказали: Аллаху ва расулюху аглям. Аллах
и его посланник знает лучше. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, солнце, когда садится, оно приходит к Аллаху и спрашивает разрешение, чтобы взойти еще раз. И только тогда, когда Аллах дает солнцу разрешение, оно восходит еще раз. И в один день, когда солнце взойдет, когда зайдет солнце, придет к Аллаху и спросит у него разрешение, Аллах скажет солнцу: выйди оттуда, откуда ты зашел. И тогда придет судный день. Поэтому солнце, оно даже на миг не будет подчиняться нам, кроме Аллаха. Но сколько людей проявляют несправедливость по отношению к Аллаху, к Создателю и поклоняются этому солнцу, луне, звездам. Так ведь некоторые сами делают своими руками, берут инструменты, своими руками делают для себя божества. Действительно, это самая страшная несправедливость. Всевышний Аллах в суратуль Аграф, в 194 аяте говорит: «Инналлазина тад'уна мин дуниллахи айбадун амсалукум». Воистину те, которым вы взываете с мольбами, помимо Аллаха, это камни, это даже если это солнце, каким оно великим не казалось нам, да, это звезды, это гора, которым люди поклоняются, это какая-то река, это какая-то картинка и так далее. Это какой-то человек, да, или могила. Аллах говорит: «Инналлазина тад'уна мин дуниллахи», воистину те, которым вы взываете, помимо Аллаха, айбадун амсалюкум, они такие же рабы, как и вы. Аллах говорит, они не творцы. Они такие же рабы, которые нуждаются в Творце, которые нуждаются в Создателе, которые нуждаются в Его помощи, силе. Они такие же рабы, как и вы. Фад'ухум фальястаджибу лякум. Взывайте к ним, позовите их, и пусть они вам ответят. Пусть они ответят вам. Пусть они ответят вам. Ин кунтум садикин, если вы в истине, если вы правы. Суратуль Аграф, 194 аят. Кому они могут ответить? Те, которые не слышат, те, которые сами нуждаются в помощи, покровительстве Всевышнего Аллаха. И вот Аллах призывает нас, приказывает нам, чтобы мы просили только у Него. И Он сам нам обещает, что Он услышит наши мольбы и ответит нам. А люди обращаются с мольбами к разным творениям Аллаха и погружаются в страшный грех многобожья. Возьмите всех пророков, субханаллах, 124 тысячи пророков. Все они пришли на эту землю, и все они обращались с мольбами к кому? Все они обращались к Аллаху. Не было ни одного пророка, который обращался бы с мольбами к солнцу, к луне, который призывал бы людей: вот обращайтесь к солнцу, луне, к каким-то святым, мне обращайтесь, взывайте ко мне, поклоняйтесь мне. Нет, не было ни одного пророка. Все пророки, алейхимуссалям, они были пророками Всевышнего Аллаха, и они все призывали, чтобы люди, народы поклонялись единому Аллаху, чтобы они взывали с мольбами кому? Только к Аллаху. Только к Аллаху. И они призывали всех к этому. И вот наши ученые говорят, что дуа, да, это поклонение. Дуа – это один из видов самых великих поклонений, но мы должны знать, что дуа является самой большой дверью многобожия. Очень много ширка люди совершают, когда взывают кому-то помимо Аллаха. Поэтому самая большая дверь многобожия – это дуа. Это дуа. И книга Всевышнего Аллаха, Коран, суры, аяты очень много раз предупреждают нас от этого. Все время, потому что мы и в этой суре, и в той суре, и в этом аяте
Аллах Тааля повторяет, напоминает нам, предостерегает нас, что мы должны, напоминает, что мы должны поклоняться только одному Аллаху. И только один Аллах может слышать нас, видеть и помочь нам, и предостерегает нас, чтобы мы не поклонялись никому помимо Аллаха. И вот ученые говорят, что касается неверия, в Коране мы находим больше всего предупреждений в отношении мольбы к божествам помимо Аллаха. Больше всего. И действительно, вот этот вопрос, это мас'аля, очень серьезный, и поэтому Аллах очень много раз напоминает нам об этом. Вот и в разных аятах, в разных формах, используя разные методы, Аллах Тааля напоминает нам об этом. Если взять некоторые аяты, они призывают нас просить только у Аллаха. Например, суратуль Аграф. Аллах Тааля говорит: «Уд'у раббакум тадарруан ва хуфья». Взывайте к своему Господу со смирением и в тайне. «Иннаху ла юхиббуль му'тадин». Воистину, Аллах не любит преступающих. То есть здесь приступают те, которые в первую очередь взывают кому-то помимо Аллаха. Поэтому Аллах сказал: «Взывайте ко мне». «Кулид'у Аллаха ауид'у Рахман». Суратуль Исра, 110 аят. Скажи им: вы взывайте к Аллаху, будете взывать к Аллаху, или же будете взывать к Рахману, милостивому. «Айяма тад'у фалахуль асмауль хусна». Кому бы вы не взывали, как бы вы взывали к Аллаху, вы знаете, фалахуль асмауль хусна, и у него есть наилучшие имена. Поэтому очень много аятов призывают нас взывать, только обращаться только к Аллаху. Есть другие аяты, которые запрещают нам, запрещают обращаться к кому-либо помимо Всевышнего Аллаха. Например, суратуль Джин, 18 аят. «Ваанналь масаджида лиллахи». Воистину все мечети принадлежат кому? Аллаху. «Фаля тад'у ма'аллахи ахада». Поэтому не взывай никому, не делай дуа никому, не взывай никому ма'аллахи ахада, наряду с Аллахом. Не взывай никому наряду с Аллахом, только к Аллаху. И вот очень много аятов, которые не просто призывают нас к чему-то, или же запрещают нам: взывайте к Аллаху или не взывайте никому, кроме Аллаха. Да? Есть аяты, которые объясняют бессмысленность, бесполезность мольбы кому-либо, кроме Аллаха. Аллах объясняет. То есть Аллах обращается, Аллах же дал нам разум. И этот разум, он должен думать, он должен делать выводы. Поэтому Аллах во многих аятах объясняет нам, что бесполезно, не будет никакой пользы в наших обращениях к кому-либо помимо Аллаха. И Аллах Тааля говорит: «Кулид'у аллазина за'амтум мин дуни Аллахи ла ямликуна мithqala дharратин фис самавати валя фил ард». Ты скажи им: призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом. Аллах говорит: «Ла ямликуна мithqala дharратин фис самавати валя фил ард». И вот эти божества, которым вы взываете, да, у которых вы просите, они же не владеют даже мельчайшей частицей, как на небесах, так и на земле. У них ничего нет. Кто-то пришел к этому камню и говорит: «О, такой-то, дай мне здоровье». Разве у него есть это здоровье? Кто-то приходит к этому камню, к этому изваянию, к этой могиле и говорит: «Дай мне счастье». Разве у него есть это счастье? Он сам нуждается. Может быть, он был праведным, но он нуждается в милости Аллаха. Поэтому мы за них дуа делаем, за этих праведных. Кто-то приходит к какой-то горе и говорит: «Дай мне ребенка, у нас нет детей». Разве у него есть этот ребенок? Или у солнца? Поэтому Аллах говорит: взывайте к этим своим божествам наряду с Аллахом. Но знайте, Аллах призывает нас немножко пошевелить мозгами, подумать. Аллах говорит: они же не владеют даже мельчайшей
частицей как на небесах, так и на земле. И они не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у него среди них, то есть помощников, и нет перед Аллахом среди них помощников. Сурату Саба, 22 аят. И только Аллах слышит, видит и принимает, поэтому истиной является только мольба кому? К Аллаху. Лаху да'ватуль хак. Лаху да'ватуль хак. К нему обращен, только к нему обращен призыв истины. Валлазина яд'уна мин дунихи ла ястаджибуна лахум бишей. А те, которых они призывают вместо него, вместо Аллаха, они никак и ничем не могут ответить им. Сурату Рагд, 14 аят. И вот, дорогие братья, я в первую очередь эти слова говорю себе, потом же вам. Пусть каждый из нас поймет всю серьезность этого вопроса. Все наши дуа, мольбы, все наши как скрытые, так и явные поклонения, которые мы совершаем где-то там. Это любовь, это страх, это сабр, терпение, да? И все наши явные поклонения, это намаз, это хадж, это садака, другие, очень много видов поклонения, так ведь? Это мольба. Все мы должны знать, что это право только одного Аллаха. И как можно ставить какое-то слабое творение Всевышнего Аллаха наряду с Ним. И вот очень много людей, которые даже, может быть, считают себя мусульманами, да? Пусть Аллах наставит нас всех на верный путь и ведет только по истинному пути. Очень многие люди могут потерять свои поклонения, свои совершенные намазы, свои пожертвования, которые они, может быть, жертвовали на пути Аллаха, свои хаджи, паломничества, да, только из-за этого страшного греха. Грех, который называется ширк. То есть человек, который совершает этот грех, он потеряет все. И в судный день он окажется в убытке. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Уамен адаллу». Мен адаллу. То есть, кто же находится в большем заблуждении? Кто же может находиться в большем заблуждении? Мимман яд'у мин дуниллахи ман ла ястаджибу лах иля яумил киямати ва хум ан дуаихим гафилун. Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не могут ответить им до судного дня и которые не ведают об их зове. Суратуль Ахкаф, 5 аят. Поэтому только Аллах и только к Нему все наши мольбы, все наши жалобы, все наши обращения, только к Нему, и только Он принимает мольбы своих рабов, только Он может помочь тем, кто попал в беду. И поэтому, очищая нашу веру, очищая наше единобожие, очень часто Аллах в жизни людей создает такие моменты, да, дает такие проблемы, когда люди, они начинают понимать, что только Аллах может им помочь. Аллах создает такие ситуации, когда человек всем сердцем начинает, когда вот эти покрывала, многобожие, невежество, они вот так нашу фитру, наш таухид, они вот так закрывают человек, кто-то опирается на свое знание, кто-то опирается на свой опыт, кто-то опирается на свои какие-то таланты, кто-то опирается на своего начальника или еще кого-то, на деньги, да. Вот очень часто Аллах по милости своей, Аллах создает такие трудные в жизни ситуации, когда наше сердце начинает понимать, что, оказывается, можно положиться только на Него. Оказывается, помочь может только Он. Только Он. И вот этим Аллах чистит наше
единобожие. Поэтому обращайся только к Аллаху. Мудрость Аллаха бесконечна, Его решение неизменно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас после завершения намаза, когда вот мы зикры делаем, да, обращаться к Аллаху с такими словами. Аллахумма ла мани'а лима атайт. О Аллах, никто не может лишить того, что ты даровал, что ты дал. Аллахумма ла мани'а лима атайт. То есть то, что Аллах дал, никто не может лишить его этим. Валя му'тия лима манат. И никто не может даровать того, чего ты лишил, что ты лишил. Все. Если Аллах лишил чего-то, это никто не может. Если Аллах открыл для нас какую-то дверь, никто не может закрыть эту дверь. Если Аллах закрыл для нас, если Он лишил нас чего-либо, то никто не может даровать нам это. Это таухид. Поэтому Аллахумма, учите это дуа, эти слова восхваления. Аллахумма ла манига лима агтайт, ва ла му'тия лима манагт, ва ла янфау зал джадди минкал джад. И бесполезным, нет пользы, бесполезным окажется перед тобой могущество какого-либо могущественного. Поэтому никто не может помочь. Какими бы богатствами он не обладал, силой, мощью, да, казалось бы нам, никто. Эти слова мы находим в сборнике имама Бухари и Муслима. Вот на сегодня все. Пусть Аллах Тааля даст нам искренность, и пусть Аллах Тааля спасет нас, избавит нас от проявлений многобожия, то есть понимая, видя это, и пусть Аллах Тааля, если мы где-то в чем-то проявляем хотя бы какие-либо примеси многобожия, не ведая того, не зная, пусть Аллах простит нас. Ва джазакумуллаху хайран. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.